Это одна из последних репетиций спектакля «Золотой осел Насреддина». Постановку ставят по произведению дагестанского писателя Шапика Азиева. Правда, на ингушском языке. В спектакле задействованы начинающие актеры. Если кто-то из них ранее работал во второстепенных ролях, то для Ислама Евлоева его персонаж – шпион хана. Первая роль на сцене. Мой персонаж – это шпион. Мы как бы хотим обмануть хана и в то время заработать. Тоже себе денежку. Спектакль «Сказка «Золотой осел Насреддина» для начинающих актеров – своего рода экзамен. На протяжении нескольких месяцев они отрабатывали каждую сцену по несколько десятков раз. А если ошибались, на помощь приходил режиссер Мурат Галаев. Думаю, что ребята справились. В основном молодые ребята, в основном задействованы, которые... Для них это большая ответственность, потому что они впервые самостоятельно могут работать и играть. Хан – это первая главная роль актерской карьере Джамала Шакриева. За 2 года работы в театре он сыграл и казака, и сына Джанхота, и во многих мелких эпизодах. Но чаще всего это были роли второго плана. Я играю хана, довольно такой, знаете, интересный типаж, немного глуповатый и алчный человек. Можно показывать с разных сторон. И вот смотря вот эту вот сказку, разбирая пьесу, мне очень понравился этот образ именно, потому что он живой и насыщенный. Главный герой спектакля Насреддин узнает о том, что хан решил жениться на его невесте Фатиме. Он обводит хана вокруг пальца и освобождает Фатиму от горбатого, хромого старого жениха. Пускает в ход всю свою хитрость. خان حوشة خان تازت دولش دينا هاي Молла Насреддин – это многим известный образ, поэтому в любом случае это сложно будет отыграть так, чтобы зритель, который видел когда-то на экранах или в интернете актеров, которые играли этот образ, естественно, они будут сравнивать. Для меня это сложно в том плане, что я, в принципе, в первый раз участвую в сказке, скажем так, для детей. Да? Игра на взрослого зрителя – это одна степь, а для детей это все-таки другое направление. Чуть-чуть надо цеплять детей и зрителей маленьких, скажем так. Единственный женский персонаж – невеста Насреддина Фатима достался молодой актрисе театра Лейле Майсиговой. Поначалу было сложно, признается она, но многочисленные репетиции и помощь режиссера помогли. Вначале мне казалось, что будет сложно играть единственную женскую роль, но потом в процессе репетиции ты как-то привыкаешь ко всему и забываешь о том, что ты там единственная девушка, можно сказать. Я надеюсь, что зрители хорошо воспримут сказку, особенно школьники. «Золотой осел Насреддина» – одна из немногих работ в жанре сказки в репертуаре драматического театра имени Идриса Базоркина. А еще это первый выездной спектакль школы республики. Я думаю, что это оценят наши дети, которые ребята будут выступать перед ними в школах. Уже по их реакции будет ясно, насколько хорошо или какие-то недочеты. Яркая красочная сказка в восточном колорите, где основная мысль преподносится в легкой ироничной форме, не просто порадует детей, но еще и познакомит их с сокровищницей мировой литературы. Исходя из того, что вот партнеры по сцене делают, я думаю, они в любом случае зацепят, и дети будут смеяться, потому что у них это хорошо получается. Я пока все-таки не могу отойти от своей серьезности, пока что на репетициях, но думаю, когда зритель появится и дети начнут смотреть, я тоже начну выкладываться. Пока на сцене проходят последние репетиции сказки, а совсем скоро первую постановку увидят ингушские школьники. Далее Плиева, Майрбек Межоев, Новости 24.